Всем привет! Меня зовут Лисан Усманова, я ведущая, и сегодня мы в штабе татар очередной раз будем спрашивать нашу молодежь, что они думают, насколько татары дружный и сплоченный народ. А может быть, есть над чем поработать. Давайте узнаем. Салям, исимың ничек? Дина. Дина, ничек халарың, Дина? Как настроение? Бикшеп, рахмет. Мы бы хотели задать очень интересный вопрос. Как ты считаешь, скажи, пожалуйста, вот татарский народ, он дружный, он единый, или же хочется, чтобы было больше сплоченности, больше, так скажем, один за всех и все за одного? Менимчә, бөтенсен бергә җыеп әйтеп булмый. Чыннан да күп очракта, мәсәлән, авырлыклар килгәндә, яисә бердәм эшләгәндә, авылда әйтик, бер авыл бик яхшы берләшә, бергәләп өмәгә баралар, мәсәлән, зиратны чистарталар, мәчеткә, гаетләргә йөриләр, бик дустату. Шул ук вакытта күршеләр ярышалар. Кемнең капкасы яхшырак, кемнең өе матуррак, күрше яңа капка ясаган, күрше асфальт җәйгән безгә дә кирәк. Шунда ярышу да бар. Ләкин бу файдалы көндәшлектер, минемчә. Бу яхшыга әйтә. Шакыра төрле ситуациялар бар, көнләшү дә бар. Или бер күршебезнең мәҗлестә Фирдүс Тямаев җырлаган, киләсе Шакыра салаватны. Да, салаватны Шакыра. Допустим, чит илләрдә булганда, вот очрашканда, шул кадәрме бергә татарлар? Или вот внутри деревни только такая ситуация? Бергә әйе, мәсәлән, Мәскәүдә берәр татарча сөйләшүче абыйны мин очратсам, берәр апаны Татарстаннан булсалар, алар инде туган шикелле карыйлар миңа. Минем дә менә мәктәптә эшлим, анда безнең бер эшче абый бар, Ромил абый. Ул минем татар икәнне белгәч, көн саен хәлне белешә, динән шикелләр, менә шулай безнең туган шикелле. Менә авыр чаклар булса, таяныч бармы, сизәсеңме син аны? Әйе, сизәм, менә Мәскәүдә дә мин тирә-ягымда бик күп татар дусларым барлыкка килде. Хәтта мин үземнең татар җәмгыятен тудырдым минемчә Мәскәүдә. Әлбәттә аларның таянычын сизәм. Меня зовут Ирек. Ира, какой красивый. Как ваше настроение? Отлично. Отлично. Вы рады, что вы вообще сейчас здесь, на таком прекрасном мероприятии, к которому вы причастны тоже? Мне доложили, да, что вы организатор тоже, один из организаторов. Настроение отличное, тем более нам его здесь подняли прекрасным пением различных песен и на арабском, и на турецком, и на татарском языке. Давно такого я не слышал и весьма польщен. Кто бы это мог быть? Как вы считаете, татарский народ, он дружный? Насколько он дружный? Насколько люди могут полагаться друг на друга в сложных ситуациях? Ну, вы знаете, в критической ситуации свойства, я думаю, и не только татарского народа, сплачиваться в трудную минуту. Сейчас времена у нас нестабильные, и поэтому очень ценно, когда люди сплачиваются. И вот сегодняшний ифтар этому подтверждение. Милёша, как твое настроение? Ой, отлично. Сегодняшний день вообще украшен таким мероприятием. Ты рада, что ты здесь, что ты часть штаба? Разумеется, и особенно приятно встречать здесь знакомых и с ними видеться, обсуждать какие-то новости последние, поэтому мы очень рады как раз-таки заниматься и видеться вот так. Насколько дружен татарский народ, насколько он сплочен, насколько он един и насколько можно рассчитывать друг на друга в сложных ситуациях? Я уверена, что татарский народ на самом деле очень сплоченный. Он умеет собираться и, в принципе, настолько правильно, аккуратно и качественно продвигать свою культуру, язык и устраивать такие мероприятия. Особенно этому способствует как раз-таки этот штаб татар, за что я неимоверно благодарна, потому что такая локация и мощная концентрация именно людей, единомышленников, которые связаны как бы одной кровью, можно сказать, это дорогого стоит. И это очень большую ценность поддерживает. Может быть, конечно, есть над чем работать, но мне кажется, в этой парадигме это то, что люди разные бывают, только поэтому. А в принципе татарскому народу свойственно как раз-таки именно такое единение и сплоченность. Как ты думаешь, есть ли какие-то изменения сейчас, с течением времени, да, и, возможно, наши дедушки, бабушки были гораздо сплоченнее, гораздо дружнее, или нет никакой разницы в принципе? Ну, я уверена, что как бы время сказывает свою роль. Тогда все равно была другая реальность. Национальное движение, оно было очень сильным. Сейчас, ввиду ассимиляции, аккомодации, сейчас это все очень сильно рассеивается, мы переезжаем в крупные города и, конечно, не так сильно уделяем внимание культурным ценностям. Но, тем не менее, мы работаем над этим и стараемся продвигать дальше культуру.
Ну, смотри, вот очень часто в информационном пространстве я слышу такую мысль, с которой я, наверное, не согласна на самом деле сейчас, что вот у нас проблема, что может язык исчезнуть, что может культура исчезнуть. На самом деле я с этим не согласна. Почему? Скажу свое мнение сразу, потому что у нас в семье настолько воспитывается культура, приобщение к музыкальной культуре, к традициям, и в наших семьях у каждого практически разговаривают на языке, даже если молодежи стоит где-то подтянуть знания своего родного языка, но в любом случае молодежь, она вот, ну, не сильно ушла от своих корней, как мне кажется, и она смело говорит, что да, мы татары, мы вот у нас есть свой язык, своя культура. Я согласна, что будущее определенно есть, но тем не менее над ним важно все равно работать. Очень здорово, что есть все равно как бы такая самоидентификация, что мы татары, у нас как бы есть культура, песни и так далее. Но иногда бывает, что дети рождаются как бы в городах, идут в русские садики. Разумеется, это все теряется. Или там глобализация просто, интернет-пространство, оно сейчас преимущественно вообще-то как бы на других иностранных языках. Очень легко потерять свою часть, там, часть себя. Но если мы будем именно таким образом показывать, насколько мы сплоченны, дружны, насколько мы важны друг для друга, насколько мы способны самопожертвованию и, в принципе, взаимовыручке, то это вдохновляет очень сильно и, наоборот, способствует тому, чтобы еще больше быть как бы причастным к этому народу. Сәлемсіз, менің есімім Ибрахим. Ибрагим, очень приятно. Ничекейфлярин, как настроение? Алхамдулилля, нормально все. Спасибо. Как ты считаешь, татарский народ, он дружный ли, насколько дружный, или есть над чем поработать? Татары, с одной стороны, диалектически разделены на несколько языковых подгрупп. Населены татары тоже довольно-таки географически распространенно. Это нижегородские татары, пензенские татары, наши же татарстанцы. Вот. Если одни представлены больше мишарами, а другие больше тептярами, еще есть сибирские татары и так далее. Ну, я больше, конечно же, за объединение татар, за консолидацию нашего народа, несмотря на то, что мы живем в разных частях мира. Я знаю, что и штаб татар тоже в Казани ездит организовывать и принимать участие в ифтарах. И наоборот, из Татарстана сюда приезжают большие люди, почетные гости и так далее. А ты вот откуда? Я из Казани. Ты из Казани. Вот смотри, вот ты сказал такую вещь, что есть внутри такие разделения, да, на языковые, этнические, ну, субэтнические, так скажем, подгруппы. Мы так или иначе один народ. И имеет ли смысл как-то вот так разделять? Ну, мы все-таки формально один народ, несмотря на то, что там у сибирских татар, у мишар может быть немножко другое происхождение. Как-никак у нас единое наследие. Меня зовут Раиля. Раиля, очень приятно. Как твое настроение? Очень хорошая. Насколько наш народ дружный, насколько они готовы поддержать друг друга в трудной ситуации, или есть над чем еще поработать? Всегда есть над чем поработать, но в основном наш народ очень дружный, гостеприимный, всегда накроет, хорошо встретит остальных. Вот, я так считаю. Есть ли в твоей жизни поддержка, именно чувствуешь ли ты эту поддержку от своего народа? Ты можешь положиться в каких-то сложных ситуациях и точно знать, что тебя выручат? Да, я могу точно сказать, что мне всегда помогут, но в основном, конечно же, это моя семья, мое близкое, ближайшее окружение. Отлично. А как давно ты в штабе татар? И почему тебя потянуло именно сюда? Так как я учусь у одного старшеклассника, я печатала работы и увидела у него подушку с флагом Татарстана. Он мне рассказал про этот штаб татар, позвал меня. Где-то в конце осени мы сюда впервые пришли, и то есть я стала чаще посещать это место. Супер. Но ты рада, что ты часть штаба, что ты в этой тусовке классной, теплой и очень атмосферной? Да, я очень рада. Я была настолько сильно удивлена, когда я первый раз пришла и познакомилась с человеком, который тоже из Зеленодольска, и он, оказывается, учился со мной в одной школе. Да, здесь атмосфера отличная. Меня зовут Женя. Женя, слушай, а как Женя оказался в штабе татар? Ну, тогда придется дать краткую историческую справку. Давай. Там 30 секунд буквально. Да, Ничего все. страшного. Вначале Бог сотворил небо и землю. Так. Дальше появился Адам. От него Авель. От Авеля дальше по списку Чуть-чуть перемотать можно? Галимзянов Фрейз Рахман Галимзянович. Галимзянов Рафаиль Фрейз Рахманович. Галимзянова Лилия Рафаиловна и Галимзянов Евгений Алексеевич. Евгений, слушай, так интересно, здорово. Почему Женя? Вот, ну как так получилось? У моей мамы были большие амбиции. Имя Евгений, оно созвучно со словом «гений». Круто, отлично. Как ты считаешь, татары
Дружный народ. Татары не просто дружны, татары предприимчивый народ. Они, когда собираются вместе, это всегда полезно, это всегда выгодно и приносит классные дивиденды. Ну, как ты думаешь, в сложной ситуации могут ли рассчитывать друг на друга? В сложной ситуации вы полностью можете рассчитывать на меня. Женя, спасибо. 824 619 96 17. Девочки, пользуйтесь. Минем исемем Альбина. Альбина, какое красивое имя. Альбина, как настроение? Неше кайфларың? Кайфлар бик яхшы, рәхмәт бик зур штаб татарын чакырган өчен. Бүген дустымы күрдем. Дина Василова да без бергә татар кызында катнаштык. Вот, һәм бик шундый шатландым. Вот. Сагынган как раз их кызлар белән күрешермен юкмы. И вот очрашу урнысы икән шунда булган. Вот. Смотри, вопрос такой мы сегодня спрашиваем у нашей молодежи. Татарский народ дружный ли? Насколько дружный? Или есть еще над чем поработать? Татарский народ – это самый дружный, который я знаю, не потому что я сама татарка, а потому что даже так считают мои друзья, мои коллеги. У меня все спрашивают: Альбин, вот как у вас так? И это исторически сложилось, или у вас это в воспитании, что все такие дружные? Например, даже когда куда-то приезжаешь, красин вот татарщи селеша, сразу все, туганнар, всегда готовы помочь друг другу. Татары очень гостеприимные, радушные, доброжелательные. Особенно в такой месяц Рамадан все стараются друг другу помогать, поддерживать. И вот для меня, например, это очень приятно и так греет душу, что я принадлежу к этой национальности, что вот все-таки такой хороший стереотип тоже есть о татарах, хотя они бывают разные. Знаете ли вы, откуда взялись татары? Это история 3 племен, которые объединились, финно-угоры, булгары и тюрки. И таким образом было положено начало такой татарской государственности. Ну, тогда это было государство Великоволжская Булгария. Да. Знаешь ли ты историю нашего народа, откуда мы взялись и кто наши предки? Одна из теорий такой распространенных, то, что татары произошли из Северного Предкавказья. Кто-то говорит, что предками татары были тюркоязычные аланы, мне кажется, это больше что-то похоже на легенду и так далее. А так, да, в основном татары — это языковая группа алтайцев. Она сначала переселилась в Северное Предкавказье, затем при распаде Хазарского каганата, при распаде Болгарского ханства того времени, это 5-7 век, точно не могу сказать, конечно. Но вот примерно в эти времена происходило разделение болгарского народа на 5 племен, которых вели свои ханы. Вот, одни из них ушли в Италию, другие ушли в... Да, это была Великая Болгария со столицей в Фанагории, да. Кто-то ушел, да, правда, в Италию, кто-то ушел на Дунай, и один из сыновей хана Кубрата ушел на Волгу, где и основал, в общем-то, Волжскую Булгарию. А знаешь ли ты историю татар и вообще происхождение? Была Волжская Булгария, оттуда пришли наши предки, там наши корни. Эта земля находится на территории Татарстана. Я там была 2 раза и вообще влюблена в это магическое место. И вот даже такой факт я замечаю, когда туда приезжаешь, кажется, что это какая-то священная земля, и прям чувствуешь эти корни. Вот хочется, знаете, вот так землю потрогать, там листочки, вот вдохнуть этот воздух, потому что понимаешь, что вот она историческая земля. Вот об этом важно помнить. Да, очень важно помнить, потому что действительно там особая энергетика, особенно от старых исторических таких вот памятных руин уже, которые остались, но они остались, и я думаю, простоят еще 100 лет. Спасибо тебе огромное, удачи тебе, счастья и оставаться такой же красивой татар-коза. Не только в 2023 году, но и в 2053 году, когда мы с тобой также увидимся, я у тебя буду брать интервью. Договорились? Мы услышали очень много интересных мнений, и на самом деле я считаю, что татары должны быть едины. Татары должны помогать друг другу, поддерживать, что бы ни было. Но в последнее время есть, конечно, такая тенденция, и, наверное, мои личные наблюдения, возможно, это частные случаи, но мы перестаем быть дружные, мы перестаем внутри друг другу помогать, даже это на уровне деревни, на уровне родственников. И на самом деле это печально, и я думаю, нельзя забывать о том, что мы вместе, что мы должны быть вместе, родственники, как одна семья. Потому что если мы все будем сами по себе, то
как даже по легенде, когда веточки вместе, их очень сложно сломать. А вот когда они разбрелись и сами по себе, то по одному переломать всегда очень просто. Поэтому давайте будем вместе, давайте чаще встречаться, быть дружнее и поддерживать, и самое главное, помогать друг другу в сложных ситуациях. С вами была Лейсан Усманова, и мы очень часто проводим опросы среди молодежи штаба татар. Подписывайтесь на наш YouTube, подписывайтесь на наш Telegram, Нильзяграм, и следите за нами, за нашими новостями. И welcome на наше мероприятие. Рахими тегас!